Прокуратурой Урмарского района пресечены факты реализации на рынке мясной продукции без необходимых документов. Прокуратурой Урмарского района проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которой в деятельности двух индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории рынка в поселке Урмары Чувашской Республики деятельность по реализации мясной продукции, выявлено нарушение. Проверкой установлен факт нарушения требований технических регламентов и обязательных правил, обязательных к применению при хранении, реализации и утилизации мясной продукции. Выявленные нарушения выразились в отсутствии предусмотренных действующим законодательством товаросопроводительных документов на мясную продукцию, а также несоблюдении температурного режима при хранении реализуемой мясной продукции. По факту выявленных нарушений прокуратурой района в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренной частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ, которые для рассмотрения направлены в арбитражный суд Чувашской Республики. Арбитражным судом Чувашской Республики индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей каждому. Прокуратурой Урмарского района выявлены факты нарушения заказчиком существенных условий выполнения работ по муниципальному контракту. Проведенной прокуратурой Урмарского района проверкой установлено нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении работ по капитальному ремонту спортзала Кульгешская ООШ имени Афанасьева Урмарского района. Установлено, что в апреле 2020 года между Кульгешской ООШ имени Афанасьева Урмарского района с индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории Урмарского района, заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту спортзала школы. Проверкой выявлено, что в нарушении требований части 5 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, согласно которым для исполнения контракта не допускается перемена поставщика, подрядчика, исполнителя, директором образовательного учреждения в июне 2020 года заключено дополнительное соглашение, по условиям которого произведена перемена исполнителя по вышеуказанному контракту на иное юридическое лицо. По данному факту прокуратурой района в отношении директора Кульгешская ООШ имени Афанасьева Урмарского района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного частью 4 статьи 732 КоАП РФ, изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, которая для рассмотрения направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике. По постановлению прокуратуры района директор образовательного учреждения привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Прокуратурой Урмарского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя района. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 КА РФ, неуплата родителям без уважительных причин, в нарушении решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно. По версии органа дознания, мужчина, зная о взыскании с него на содержание сына 2007 года рождения, алиментов в размере четверти заработка или иного дохода на основании решения суда от 11.05.2018, а также будучи привлеченным ранее за неуплату алиментов к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, постановлением Мирового суда Урмарского района, наказание по которому отбыл в декабре 2019 года, в период времени с мая по август 2020 допустил неуплату алиментов в размере 44 тысяч рублей, доведя общую задолженность по алиментам до 77 тысяч рублей. Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил жителю района, с учетом ряда смягчающих обстоятельств, наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев, с удержанием в государственный доход 10% заработка. В Урмарском районе вынесен приговор в отношении местного жителя за истязание супруги своего брата. Прокуратурой Урмарского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Урмарского района. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 117 УК РФ «Истязание». Судом установлено, что гражданин в период с июля 2019 года по июнь 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно систематически наносил супруге своего брата побои, носящие характер истязания. Вину подсудимый признал в полном объеме. Судом мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, и с учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев. Приговор в законную силу не вступил. Прокуратурой Урмарского района утверждено обвинительное заключение в отношении 57-летней жительницы района, и уголовное дело направлено в суд. Женщина обвиняется в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьей 116, части 1 статьи 318 УК РФ. Побои,
то есть иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствия, указанные в статье 115 УК РФ, совершенные из хулиганских побуждений. Часть 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». По версии следствия, женщина 25.08.2020 около 13 часов в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок из хулиганских побуждений, в рабочее время в здании администрации Урмарского района совершила иные насильственные действия в отношении работницы районной администрации, причинив ей физическую боль и телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью. В последующем, около 14 часов, при доставлении сотрудниками полиции данной гражданки в отдел полиции в связи с поступившим сообщением о нарушениях в администрации района, жительница района оказала сопротивление сопровождающим ее сотрудникам полиции, находившимся при исполнении должностных обязанностей и в форменном обмундировании, а также несколько раз укусила и нанесла удары ногой одному сотруднику полиции, причинив ему физическую боль и телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью. Уголовное дело направлено прокуратурой района для рассмотрения в Урмарский районный суд. За совершение данных преступлений обвиняемый грозит уголовное наказание в виде лишения свободы до 2 лет по первому эпизоду и до 5 лет по второму. В Урмарском районе вынесен приговор по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий и совершение покушений на кражу. Прокуратурой Урмарского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 151 УК РФ, вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление, распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих средств, занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, и частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 158 УК РФ 2 эпизода покушения на кражу имущества, сопряженные с незаконным проникновением в жилище. Судом установлено, что, будучи совершеннолетним и заведомо зная о несовершеннолетнем возрасте подростка, мужчина неоднократно предлагал совместно употребить имеющиеся у него спиртные напитки, на что несовершеннолетний соглашался и их употреблял. Тем самым подсудимый оказал в отношении несовершеннолетнего влияние, отрицательно сказавшееся на его психофизическом развитии, нравственном воспитании и правильном формировании личности. Кроме того, он обвинен в совершении по предварительному сговору группы лиц покушений на хищение чужого имущества с проникновением в жилище. Урмарский районный суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Данные предоставлены прокуратурой Урмарского района. Читал Павел Демин.